Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что скрыто от вас сейчас? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком, ни о чем не думайте, думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, ваши энергии. Кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывает человека, который жаждет чувств, эмоций. Вот сейчас какая-то вот весна для вас наступила в душе. Вам хочется отношений, вам хочется, чтобы вас обняли крепко. Да, вот такое вот есть чувство. Человек очень сильный. Внутренние какие-то порывы, но вы умеете их останавливать. Окунуться именно в какие-то чувства, эмоции. Вы очень чувствительны. Вы все чувствуете. Чувствуете, может быть, даже ауру, происходящее вокруг, негативную, положительную энергию. Также чувствуете ауру людей. Чувствуете, кому больно, кто скрывает даже это. Вот вы можете смотреть на человека, он улыбается вроде как, но вы чувствуете, что не все так просто, как сверху показано или видно. Можете на самом деле глубоко копать, считывая информацию. Показывают, что в чувствах вы чувствуете себя несчастным человеком. Да, вот меня не любят, меня разочаровали. Здесь разочарование. Одни отношения, вторые отношения потерпели разочарование. Здесь несколько могло быть отношений. Здесь какая-то пауза может быть временная у кого-то. И печаль, грусть. У кого-то мог быть какой-то конфликт, из-за которого вы сейчас можете переживать какую-то боль. Здесь кто-то утром встает вот и начинает на кого-то злиться, обиду вот это вспоминая. Так человек по делам очень такой четкий. А что касается любви, вы вот таете. Таете, можете вот на самом деле вот как расквасилась, предала себя или зачем я, да, вот пустилась в эти отношения. Какое-то может быть сожаление и на себя вот как-то можете наговаривать. Боитесь вы вступать в новые отношения, боитесь вы идти сейчас вперед. Здесь показывают у вас и мужские, и женские энергии присутствуют. Где-то вы включаете конкретно мужика, где-то вы включаете вот женственность свою прям. Вы даже превосходите по женственности своих подруг, подсматриваемых, которые подсматривают за вами женщины. Женщины хотят вокруг вас стать как вы. Вот такой вот тоже женственной. У вас есть или черты, манера поведения, разговор, речь. Вот такая женственная, приятная. Ощущается здесь, что вы, именно если смотря на вас со стороны, что у вас очень много кавалеров за такими женщинами бегают. Такие женщины нравятся мужчинам. Вот так могут говорить о вас. Вы сейчас для себя выстроили какую-то новую цель, стратегию, как поступать вам дальше, но все равно вы в чем-то сомневаетесь. Вы можете сомневаться в чьих-то чувствах, вы можете сомневаться в каких-то людях, в которых вы, может быть, не уверены. Вы вот как-то отрекаетесь от общения, хотя вы, в принципе, общительный человек, но вот на сегодняшний день вы как-то не хотите никому ничего о себе рассказывать. Старайтесь держать все это лично в себе. Да, закрыто. Не расположены вы к общению сейчас. Не хотите вы никакого общения. Вы никому не доверяете. Однажды доверив, вы потерпели разочарование, слезы какие-то.
женщина, императрица. Ну, вы себя стали ценить, стали себя уважать, стали вот себе многое чего позволять. Вы раньше могли, вот знаете, как-то отодвигать себя на второй план. Сейчас вы понимаете, что вы здесь главный герой этого фильма, своей жизни, да? Вы сейчас конкретно ставите на себе цель. Здесь кто-то производит какое-то обновление в себе. Может быть, поменяли прическу, походку, что угодно, стиль, внешность. Старайтесь сейчас переключиться на что-то другое. Здесь показывает женщину, которая думает очень много о ресурсах, о заработках, о деньгах. Стремится к большим заработкам, стремится к какому-то статусному высокому состоянию. Даже вот речь может идти о независимости. Я не хочу быть ни под кем зависимой, я хочу быть независимой. И вы можете считать, что большую роль в вашей жизни играют деньги, которые решают все. И вы это понимаете сейчас, что деньги решают все. Деньги, связи. Вы здесь человека показывают, который помогает всем, но ничего нет взамен. А когда вы стали отворачиваться, вас стало кому-то не хватать. Все поняли ваши ценности, вашу помощь оценили. Ваше внимание – это золото. Вот так вот люди могут думать. Вот когда вы были рядом, это было ценным. А сейчас вы не рядом. Вы сама себе сейчас, вот так можем сказать, на уме, да? Сама о себе думаю, сама о себе забочусь. Женщина здесь может родиться одного знака, но здесь рядом какой-то около вас другой знак. То есть вы можете иметь двойной знак зодиака. И вы, знаете, вот как-то даже используете это. Вот, например, вы где-то используете один свой знак в характере, а вот где-то другой. Так. Яркая, красивая, выделяется. Вы женщина, которая выделяется среди своих сверстниц, своих знакомых, подруг. Вас даже не хотят брать с собой, потому что вы отодвигаете на второй план своей яркостью какой-то. Вы можете, кстати, быть и знамениты в чем-то, продвинуты в чем-то. Здесь может быть даже совсем недавно, да, вот вы чего-то получили, о чем вы желали. Желание сбылось. Или же, да, здесь желание, именно то, что было в детстве, например, загадала, да, оно вот сейчас сбылось. Вы осуществляете и мечты других. Или через вас была исполнена чья-то мечта. Верующий человек. Но вот, знаете, здесь человек верующий, но он в храм не ходит. Он понимает, что в храм ходят не только чистые, а большинство даже и нечистых людей. Ну, что-то такое есть. Вот есть в душе вот эта вера. Человек может молиться, человек может читать молитву. Но храм вы часто не посещаете. Оно и не надо. Вы понимаете, как будет дальше. Вот какое-то такое есть построение вот этого будущего, но вы вот понимаете, что будет дальше, чувствуете. И вы стараетесь вот сейчас уже свою позицию вот как-то менять, чтобы вот это вот будущее свое изменить, сделать его другим. Вы сейчас можете на самом деле чему-то обучаться. И это вот как некая такая подготовка соломки, да, под попу, чтобы больно не упасть. Это может быть даже заработки какие-то, цели ваши связанные с заработками.
И вы вот сейчас уже заранее готовите почву. Здесь могут быть какие-то мысли, что будет что-то нехорошо, например, да? И вы уже заранее сейчас подготавливаетесь на всякий случай. Также вы человек, скорее, тут самоучка, чему-то сами сейчас обучаетесь. Новая профессия, новые знания какие-то. Патриот человек может являться, да, какой-то, или вот верит во что-то конкретно. Также вы не упускаете возможностей. Вот появилась возможность, вы раз и схватились. Особенно, если это касается денег. Вы хотите все настроить так, чтобы все было и зависело от вас. Вот так вот. Все, чтобы зависело от вас. То есть вы хотите быть независимой и не хотите от кого-то зависеть. Не хотите. Здесь об этом очень много. А давайте посмотрим, что скрыто от вас сейчас. Что от вас скрыто. Чья-то утрата. Кто-то считает, что потерял вас навсегда. У кого-то сейчас, знаете, произошло такое, как человек сидит, и он понимает, что он был с вами неправ. Он был очень виноват, что вот эта ошибка была с моей стороны, вот это. Он перечисляет ошибки, он перечисляет даже отношение к вам прям по пунктам. Он знает, что он натворил. Он понимает, осознает, что он сделал. И вот сейчас за это очень сильно сожалеет, раскаивается. В жизни его хлам. В жизни его происходит некий такой и депрессия здесь, и накрывает чем-то таким, что хочется плакать, рыдать. Потерял то, что могло бы быть лучше. Он чувствовал, что с вами можно построить что-то, сделать что-то, создать что-то, жить лучше. Но когда он потерял, он сейчас осознает, что он много чего упустил. По своей вине. По своей вине. Он отчаян. Но человек здесь говорит о том, что все же жизнь дает шансы, и что этот шанс ему тоже предстоит. То есть человек в надежде, что судьба предоставит шанс. Он вас сейчас олицетворяет. Он видит даже, вы знаете, в какой-то степени, что вы освободились, и вы стали красивее, лучше, выглядите совершенно по-другому, да, то есть вот как-то трансформировались, и в какой-то степени даже ваше расставание с этим человеком пошло вам на пользу. Вы для себя много чего выиграли в этой жизни, вы получили для себя, но при том вы стали деловой, холодной и расчетливой. Вы стали продумывать все так, как удобно вам. Вот так вот считает человек. Есть обида на себя, не на вас. В прошлом была обида на вас, сейчас обида на себя. Человек понимает, что он сам виноват в том, что случилось между вами. Человек сейчас сожалеет об этом. Человек кусает локти. Пытается свое положение урегулировать, но, знаете, вот он как ни пытается, все тщетно. И человек может, кстати, думать о том, что какая-то есть вот эта энергия, на самом деле, да, вот карма, бумеранг, которая возвращается. И то, что вот он делал, это ему сейчас и возвращается. Он понимает, что это пришло ему наказание за свой поступок или за какие-то поступки по отношению к вам несправедливые. Вот сейчас человек раскаивается. Он видит, что перед вами открылось многое чего, что было скрыто раньше. Шансы какие-то, возможности. Вам бы он дать эти возможности не мог бы, но вот как вы, можно так сказать, вырвались от этого человека или из лап этого человека,
так вы стали на самом деле видеть эти перспективы, шансы, жить лучше, в какой-то степени даже и зарабатывать больше. Человек гордится, с одной стороны, да, вашими достижениями, с другой стороны, он понимает, что то, что если бы вы были вместе, он бы не смог дать, или этого бы не произошло, чтобы вы стали лучше. Может, даже на самом деле, да, вам на пользу пошли вот эти вот расставания. Это расставание пошло на пользу. В душе любит, стабильные отношения держит к вам. Здесь человек даже вот хотел бы вступить в какие-то отношения, но вот знаете, он как-то не может рассматривать другую особу. Он вот видит всех незначительными, пустыми или не по его, не по нем, да, не такие, как ему нравятся. У человека здесь даже может быть ряд каких-то комплексов. Также человек может на вас именно просматривать где-то на картах, ходить к тарологам. Да, вот человек хочет знать, как вы себя сейчас чувствуете или что чувствуете по отношению к нему. Здесь человеку объясняют или рассказывают, говорят, что он получает кармический урок. Да, здесь человек проходит кармический урок. Здесь человеку нужно что-то переосознать, чтобы пойти в новое. Но человек здесь терзает себя именно вот этими вот: я сожалею, да, что вот я такой дурак, или что просрал что-то там. Например, будущее, да, которое могло бы быть с вами. Причем здесь неплохое будущее могло бы быть. Вот человек осознает, что он потерял это, что это уже не вернуть. Плачет, плачется. Что еще скрыто от вас сейчас? Что от вас скрыто? Высшие силы вам подготавливают новый путь, новую дорогу, новые шансы, успех какой-то в чем-то, радость, радостные моменты. У кого-то здесь грядут события, связанные с замужеством, замуж или брак, совместное проживание, серьезные отношения. Вы еще даже вообще об этом и не догадываетесь. Вы в своем крутитесь мире. Вы знаете, вы сейчас нарабатываете какие-то упущенные моменты в своей жизни, шансы. Вот что-то даже, что было давно заброшенным, и вы говорили потом, вы беретесь и сейчас это делаете. Вы даже и не догадываетесь о том, что вы еще будете счастливы. Да, здесь возникает сразу пара. Пара он и она. То есть вы с кем-то входите в серьезные отношения. Здесь вы входите, может, даже в ЗАГС. Да? Здесь, может быть, первый раз одела свадебное платье. У кого-то здесь отношения начнутся быстро, внезапно. Вы даже не будете, скорее, даже догадываться, что да, у вас что-то может получиться. Человек здесь будет полностью вот, душевно, да, полностью отдан вам. Вот так вот. Здесь, слушайте, здесь и выгодный брак. Здесь не просто брак. Здесь вам будет, вот вы посчитаете, что это все так выгодно, удачно. Или, да, я не знала, да, что вот он такой, да, оказался человек или с золотыми руками, или с деньгами, да, вот зарабатывать умеет хорошо. Вы по характеристике, по портрету бы не сказали чего-то о нем, о чем вы потом узнаете. Но здесь положительного характера. Здесь вы можете даже, здесь может, да, быть такое, что человек скромный такой, на вид, да, а сам вот зарабатывает большие деньги, умеет зарабатывать. Здесь о деньгах. Вы увидите его достоинство. Вы увидите, как человек умело, да, умеет он умеет зарабатывать. Не каждому это дано.
Также здесь показывают, что вы находитесь или во главе семейства, да, вот вы какая-то такая главная будете позиция, вы будете решать. Сразу начнутся же в отношениях какие-то деловые такие аспекты. Давай откроем бизнес, может быть, или откроем дело, или построим дом. Вот что-то такое по-крупному пойдет. Разговоры. Если у вас есть ребенок, здесь человек будет рад ребенку. Но здесь может быть так, кто в детородном именно возрасте, что может родиться еще ребенок, зачатие. Кто-то даже и не думал об этом. Также здесь показывает, кто-то увидит вас вместе. Разочарованный человек, это прошлое. Вы не хотите пускать его в свою жизнь. Это все только, получается, вы увидите это, да. Вы увидите, что, может быть, встретите бывшего, да, увидите, что человек расстроился, увидев вас с кем-то. Вы увидите, как, знаете, вот это состояние, такое осунувшееся лицо, разочарованное лицо, обида, ревность. В то же время вы четко понимаете, что вы делаете. Здесь показывают женщину, которая осознает свой точный выбор. Вот здесь вот точный, правильный выбор. Вы даже на этом моменте сравните отношения прошлые и сейчас. Может быть, вы об этом думать не будете, но вот когда вы встретите человека из прошлого, вас сразу вот осенит. Вы сразу же оцените качество этих отношений. Это новые отношения, и для вас, да, эти отношения будут вполне себе и счастливые, и перспективные, да, вот 10 в одном, как шампунь или что-то еще. Вот так вот. Здесь показывает семейный очаг, построение именно эффективных, качественных отношений. Качественных отношений. Партнер ваш будет такой деловитый, но на вид он будет казаться таким скромным. Вы, кстати, сразу встретив бывшего, оцените на самом деле и себя, какая вы стали другая. Как же вы могли в тот момент, когда были в тех отношениях, быть вот такой, 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 да? Вот будете вспоминать себя из прошлого. Так, что еще от вас скрыто? Дистанция. Дистанция. Ну, от вас здесь дистанцируется женщина. Она не хочет вам рассказывать о своей личной жизни. Она не хочет вот раскрываться больше. Она обиделась на вас. Но обида такая, что вы звоните, пишете или общаетесь с ней только тогда, когда нужно это вам. Как использует она меня. Да, ради вот своих каких-то выгод. Здесь с вами не хочет общаться дама, потому что когда ей что-то нужно, как она считает, да, вас нет. А когда вам что-то нужно, вы появляетесь. Здесь такое разочарование, я не буду с ней больше общаться. И все. Ничего особого. Таит обиду на вас. Таит обиду. Вот знаете, есть такое чувство даже, хотя бы позвонила бы, написала бы, но нет же, да, она появляется только с каким-то запросом. Когда у нее возникают в жизни сложности, вы появляетесь на ее горизонте. Вот когда ей что-то нужно, да, требуется, у вас на нее нету времени.
Здесь может быть даже, знаете, вот как в целом ее обида не только на вас взяла, вообще на всех. Из-за этого она от всех может абстрагироваться. Какая-то вот обида именно, что никого вовремя нету. Да, она не хочет с вами поддерживать дальше какое-то общение. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.